Бои под открытым небом на фоне величественных башен. Битва в горах давно приобрела статус главного спортивного события года в республике. Место действия Таргим практически готов к началу спортивного праздника. В настоящее время площадка благоустраивается и приводится в порядок. Здесь отведены места для зрителей, которых традиционно ожидается в большом количестве. Восстановлены деревянные скамейки из сланца для зрителя. Там работа еще продолжается. Министерство физической культуры проводится покрасочная работа основной части подиума и сцены. Государственный природный заповедник Ярзи полностью восстановили зону питания. Министерством строительства ведутся работы по восстановлению арки выхода спортсменов и ограды по всему периметру площадки. ГУ МЧС России по Республике Ингушетия восстановлен VIP-домик, который мы сейчас находимся. Продажа билетов осуществляется у нас в Дворце спорта «Магаз». А также нами составлено фото, по которому мы будем распределять по Министерству муниципального образования билеты. Спортивное зрелище обеспечат лучшие бойцы России и мира, но нельзя забывать о безопасности и культуре. В ходе обсуждения глава республики дал ряд поручений. В частности, руководитель региона считает, что въезд к замковому комплексу во Внушке необходимо закрыть для туристов с 20 по 23 июля. Где поставить видеокамеры, чтобы видно было мусор, аквасерия, харсхамлелдери, иршхамлелдери, где видеокамеры поставить. Свяжите это все, чтобы это все в базе данных накапливалось. В том числе у Мошмотики, Халла Башни, Жилатмоски, там, где хатляхка и неделю раз хажу-хажуш, выявлять дешь. Да, а вот теперь халалаха дяся. Инспекционная поездка Юнусбека Евкурова продолжилась уже на базе курорта Арымхей. 7 файтеров в Ингушетии, которым предстоит выйти в рейдж, готовятся здесь к турниру. За чашкой чая руководитель региона, как инициатор популяризации в республике полюбившегося многим в последние годы микс-файта, делился с ребятами тем, как он видит дальнейшее развитие клубов по смешанным единоборствам. Что должен диктатор, кто-то чемпион, кто-то не чемпион, неважно. Что должен диктатор, у нас хотя бы есть возможность команду выставлять. Шумшайна Ярмо Хамаас подробно исследует с первого дня Болтабул Бядухамчивый. У нас первый турнир у нас в 2012 году был. У нас в 2012 году ни одного клуба не было. Смешанный единоборство. Мы вот это начали, и все у Хамара начали, когда Садоглазуков. И вы должны это все просто вот нести флаг. Вы должны максимально достойно это все выдержать. Я сделал Вулахахал, Шармалыштха. Очень халес противник тренерского маслика. Говоря о деятельности клубов по микс-файт, Юнусбек Евкуров посоветовал ребятам создать в республике один главный клуб, в который будут стремиться все бойцы. Это станет своего рода сборной республики. Бойца есть так. Тут тоже надо думать. Но в клубе Малбарыш, в этом клубе, это все сливки со всех клубов. Это нормально. И в клубе может халдес. В одной весовой категории как минимум, максимум косак халдес. Это конкуренция. И плюс детские, с какого возраста начинается, там, закон, что нам говорит, с какого возраста может там смешанное единоборство. Ну и, конечно, межклубные соревнования. Шин-клуба Якая, например, в этом году, там, в этом месте Нарт и Эрзи между собой, потом один эскорт там, с другим клубом. И вот так все чередовать, составлять их. Жеребьевку делать, кто что выиграл, и мотивирован проходить. Шел клубы штяки. Тогда вы максимально приближены, латы душу. Кертич, мастины дошел здесь. Все. Просто вот ты боец, а ты должен за честь своего клуба биться, за честь республики биться. Юнусбек Евкуров поздравил с получением сертификата 8 судей из Ингушетии по смешанным единоборствам. Он также дал напутствие всем бойцам и пожелал им победы, особенно Маусару Евлоеву, который в главном бою вечера будет стремиться изменить статус своего временного чемпионского пояса на постоянный. Ферида Миржоева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамазан Ахильгов. Новости 24.